Здравствуйте все! Добро пожаловать на мой канал. Дорогие мои зрители, гости, подписчики. Всех вас хочу поблагодарить за ваше внимание, за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Чему будете скоро удивляться, чему будете радоваться? Если тема интересна, присоединяйтесь, посмотрите на песочек, загадайте на себя, назовите свое имя, свою дату рождения. Так и спросите, чему я буду удивляться, чему буду радоваться. И давайте посмотрим. Надеюсь, все уже настроились. Я попрошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, самую полезную и нужную информацию. Высшие силы откроют нам то, что сейчас скрыто. То, о чем мы желаем услышать, получить, узнать. Так. Ну, сразу хочется отметить, что вас очень будет радовать ваш любимый человек. Кого-то будет радовать то, что любимый человек появится, а кого-то действительно ваш партнер, ну, не только порадует, да, но и очень сильно удивит. Удивит своей заботой, своей добротой, своим, знаете, таким вниманием к деталям, к мелочам. Ну, человечек явно будет пытаться доказать, достучаться, вот прям люблю тебя, забочусь, все, что ты мне говоришь, я слышу. Да, не всегда у меня есть возможности, не всегда я адекватно и вовремя реагирую на тебя, на твои просьбы, но вот посмотри, я постарался для тебя, вот посмотри, подарочек тебе там, пошел помог, убрал, что-то сделал, выполнил какую-то вашу просьбу, которую вы там 5 лет просили, никогда проситься не могли. То есть любимый человек вот прям пойдет на вот какие-то крайние меры, для него крайние меры, да, чтобы вам доказать, чтобы вам показать, что любит. Ждите чудес, вот прям чудес. Вот чего не делал, будет делать. Будет вести себя все равно, что ангел. Не ищите подвоха. Подвоха никакого нет. Подвох заключается лишь только в одном, что наконец-таки дошло. Дошло, что люблю, дошло, что боюсь потерять. Возможно, между вами произойдет ситуация, где вы нестандартно отреагируете. Нестандартно. Ну, там обычно ругались, а то возьмете, промолчите и уйдете. Вот прям желание доказать, что люблю, доказать, что мы пара, что я тебе нужен, я не просто тут украшение, да, в доме сижу, а я действительно стремлюсь и стараюсь, чтобы наше гнездышко было самым прекрасным, самым теплым, а ты, моя любимая женщина, была самой счастливой. Ну а для девочек, у которых пары нет, здесь однозначно история ухаживания. Начнет за вами ухаживать какой-нибудь джентльмен, причем будет стараться, очень галантно будет за вами ухаживать. Здесь не будет наглых приставаний, здесь не будет такой, знаете, понебратства. Нет, здесь будет именно дама сердца, ну и достойный рыцарь. Рыцарь, который будет пытаться, говорю пытаться, потому что, ну, судя по этой картинке, да, не у всех получится совершать большие и малые подвиги. Тем не менее, будет очень приятно, даже если бы дама замужняя, будет интерес со стороны мужчины. Мужчина, в принципе, такой, знаете, неплохой, но если вы дама замужняя, в принципе, оно вам и не надо. Зато свое самолюбие потешите. Потешите, вот прям поймете, что я еще девушка ого-го какая, мужчинам нравлюсь. К чему хочу призвать? Если вы понимаете, что вы не хотите отношений, оно вам даром не надо, не давайте надежду человеку, не давайте. Потому что человек может, знаете, как обнадежиться, и потом уже разгорячиться, его, ну, не остановишь. Не остановишь, потом придется долго еще от него отмахиваться, да, чтобы отстал и не мешал вам идти по жизни. Ну, а кто действительно хотел бы отношений, кто хотел бы романтики, либо, знаете, такой вот прям дружбы со всеми вытекающими, вот прекрасный кандидат. Кандидат, который будет, ну, очень нежным, очень таким, знаете, деликатным, но в то же время будет чувствоваться и напор.
То есть это цветочки, это конфетки, это рестораны, это кафешки, это какие-то мероприятия. То есть будет вас выгуливать по шикарным местам. Если вы соскучились по такому вниманию, вот замечательно. Тут и радость, и удивление, ну и такой, знаете, вот прям хороший позитивный настрой. Дальше, мои хорошие, здесь у меня идет человек-кувшин. Такие люди, они обычно очень жадные, невероятно жадные, знаете, такие вот прям скряги. Вот у вас такой человечек есть. И человечек, ну, достаточно активную позицию занимает в вашей жизни. Может быть, это ваш работодатель, может быть, это кто-то из ваших там родственников, да? То есть человек и ломаного и гроша никогда там лишнего не давал. А тут у человека вот прям как чуть ли не совесть заиграет. Вы от этого человека можете получить даже награду, да, то есть даст вам там лишнего. Может быть, это ваш какой-то постоянный клиент. И тут он возьмет, там, расщедрится и там вам какие-нибудь шикарные чаевые оставит. Будет очень приятно и, кстати, будет подозрительно. Ну, обычно, да, когда человек жадный, уже знает, что там нужно бороться за каждую копейку, а тут на тебе такая щедрость. Будете гадать и думать, что за метаморфоза с этим человеком случилась. Я вас, возможно, разочарую, это будет какая-то разовая акция. Ну, да. Да, слабину даст человек, один раз расслабиться. Не могу сказать, что повлияет на этого человека, но не рассчитывайте, что это будет на постоянной основе. И если человек вам будет давать, берите, потому что это событие вообще нужно в Красную книгу записать будет, понимаете? Вот, можете получить, в принципе, даже один раз получите, да, какую-то награду, уже хорошо. Вот. Следующий момент. Момент касается либо повышения зарплаты, либо каких-то выплат. Что-то будет вам дополнительно начислено. Я не могу сказать, что будет большая радость, потому что здесь не идет речь о каких-то больших суммах. Мало того, может даже выясниться, что там что-то там по ошибке, либо, знаете, как вам в прошлом что-то где-то там ошибались, не платили, а потом как опомнились, почитали, и вот вам эту сумму как будто бы скомпенсируют. Если вы ждете каких-то выплат, то, скорее всего, на ближайшее время они будут мизерными. То есть как-то вам будут дробить частично, что-то там оплачивать. Ну, как бы это не критично. С другой стороны, вас удивит сам подход людей, которые занимаются этим делом, да, которые там начисляют, либо какие-то выплаты, да, производят, либо принимают решения. То есть будете удивляться и думать, ну как может быть в 2022 году вот такие там законы, либо такое отношение. В принципе, мои хорошие, скажите спасибо, что дают. Вот. Я никого не призываю к такому состоянию, но тем не менее, могли бы вы вообще, знаете, как там умолчать, скрыть, вы бы ничего не знали. Будет, конечно, такое ощущение, больше на удивление похоже, но я думаю, что вы сами себе придумаете определение тому чувству, которое испытаете в тот момент. Так, следующее. Здесь у меня очень интересная картинка, связана с какой-то дружной, веселой компанией. Здесь люди, возможно, молодые люди, возможно, люди, знаете, как постарше, помоложе, там, родители, дети. Вот они объединяются под одной общей крышей. Здесь речь может пойти о какой-то поездке совместной, либо совместное времяпрепровождение. Может быть, неожиданно в гости к вам дети приедут, может быть, вы к ним поедете, может быть, какие-то родственники заедут. Ну, это как-то неожиданно идет. Вот. Фишка в том, что вы будете как будто бы не готовы. Либо в ваших планах не будет этой поездки, либо принятия, например, гостей. Вас удивит и порадует то, как... Я не вижу, что вы организовали, да? Скорее всего, вот эти люди все организуют за вас. Организуют, как это будет тепло, как это будет мило, как хорошо вы посидите, пообщаетесь, вдохновитесь друг другом. Вот прям, не вечер, а сказка. Вот как в сказку попадете. Будет такое ощущение, я хочу жить именно в такой атмосфере. Я хочу, чтобы каждый день вокруг меня были такие хорошие, добрые люди, были улыбки. Была теплота, сердечность. Очень замечательно вы проведете время. Просто, тьфу-тьфу-тьфу, да? Дай Бог каждому испытывать такие прекрасные, добрые чувства. Особенно, если это близкие, особенно, если долго не виделись. Милота. Одним словом, милота. Дальше, мои хорошие.
Ну, кому-то прям идет экзотический подарок. Возможно, вы хотели бы там приобрести кошечку, собачку, а вам возьмут там попугая подарят, да, либо какую-нибудь там ящерицу, либо еще какое-нибудь более интересное существо. У вас будет первый момент отторжения. Вот нет, не хочу, не мое, боюсь, не надо. И буквально вот в тот же день, да, может кто-то через несколько там, часов, минут поменяет свою точку зрения. Такое умненькое создание, такое хорошее. Мне вообще идет как птица, понимаете, вот птица, похожая на попугая. Вот что-то интересное. А вот умом это животное будет отличаться, и вот вас так покорит вот какое-то животное самостоятельное, какое оно, ну, как оно к людям относится, да, как понимает суть происходящего. То есть у кого-то прям, да, какая-то экзотика заведется. Либо вы будете общаться с каким-то экзотическим животным. Возможно, если просто пойдете пообщаетесь, вот будет решение, что я тоже хочу себе такое животное. Вот, интересно. Так, идем дальше. Здесь судьбоносная встреча идет. Судьбоносная встреча для того, чтобы решить какую-то проблему, либо разрешить какую-то ситуацию. Смотрите, два человека абсолютно разных, они встречаются. Возможно, они уже знакомы, возможно, им предстоит познакомиться, но для чего это все происходит? Для того, чтобы друг другу помочь. Смотрите, один профессионал, другой обладает какими-то, возможно, способностями либо умениями. Два человека решают одно большое глобальное дело для всех, да, очень взаимовыгодное какое-то сотрудничество. Вот. Что удивительного будет, это то, как вы друг друга найдете. Как вы друг друга найдете вот среди тысяч, да, там, специалистов, людей. Вот именно этот человек, да, тот, кто может мне прям 100% там помочь, да, идеально подходит. Вот такая идет встреча. Ну, если есть проблемы, если есть какие-то нерешенные ситуации, вам тут просто по судьбе встретить того, кто вам все это сделает, поможет, даст знания, подскажет, возможно, даже для вас какие-то действия очень хорошие проведет. Знаете, даже может проиграться ситуация, что, ну, например, у вас сломалось что-то дома, да, какая-нибудь там бытовая техника. Вы вызываете мастера, мастер, значит, вам чинит, и тут вы вспоминаете, что у вас там с холодильником непорядок, либо розетка, да, что-то там искрила. Вы просите человека смотреть, человек смотрит, говорит: боже, а у тебя тут все уже прогорело, там могла в любой момент случиться катастрофа. И вы ему говорите: о, а что же мне делать? Человек говорит: ну, сейчас я его там починю, да, либо я там тебе дам контакты тех, кто сможет действительно хорошо сделать. Вот вплоть до такого может отыграться. Так что, мои хорошие, здесь вот прям как человек в руку идет, да, для важного и нужного дела. Дальше, мои милые. Ситуация связана, скорее всего, с бизнесом. У кого есть бизнес, своя работа. У кого сейчас особенно нелегко. Может быть, это ваш супруг, да, ваш партнер. Но как-то вот тяжесть продвижения бизнеса. Вроде все было и неплохо, да, и сейчас как будто бы кольцо сжимается, непонятно, как с него выбраться, становится плохо, становится непонятно. И вот как бы уходит эта возможность. Если вы понимаете, что это ваша история, смотрите, почему уходит. Вы выросли, либо ваш партнер вырос из этого бизнеса. То есть этот бизнес, он не давал того, чего вы заслуживаете. Вот у вас будет, ну вот как момент, как молния, да, как молния бьет человека. Либо вы у кого-то увидите, либо вы где-то что-то услышите. И вот на основании визуального там изображения, на основании хода мысли, да, вот вспышка, гениальное решение, чем нужно заниматься. То есть здесь идет перемена в действиях, да, перемена бизнеса, направления бизнеса. То есть один бизнес, получается, у нас будет отмирать и будет похоронен, а другой будет создаваться, расти и процветать. Вот вы ничего не потеряете. Вот если подумать там по деньгам, нет, вы не потеряете. Вы только лишь прирастите и получите.
Новый бизнес, он, знаете, как будто вовлекать больше, может быть, членов семьи. Но если ваш партнер занимался, значит, вы будете привлечены в этот бизнес, то есть вы будете уже обеспечены работой. Совместный труд, он и не только сближает, он еще и дает одну единую цель на двоих. То есть вот что-то в плане, вот знаете, как семейное что-то станет, глубоко семейное. И этот бизнес, он действительно со временем, вот, во-первых, вырастет, а во-вторых, скорее всего, ваши там дети, либо какие-то близкие люди тоже будут вовлечены. То есть это как, знаете, пчелиный улик получается, да? То есть как бы все вместе работают на одно дело. Очень, кстати, выгодно будет и очень успешно и денежно. Так, но придется, конечно, вот то, чем занимались, ну, оно и само, понимаете, оно само уже потихонечку уходит. Это уже видно, понятно. Но зато новое идет, новое, просто прекрасное. Дальше, мои милые. Поездка. Выходит у меня здесь поездка. Поездка, причем какая-то... вот как иногда трудно подбирать слова. Поездка на пределе возможного. Поездка с какими-то преградами. Да? То есть придется, конечно, тут постараться, чтобы поехать, доехать. А всегда какие-то будут у вас стопы. Стоп здесь, стоп там. Какие-то нервы, какие-то переживания. Но вы все равно поедете. Вы доедете до своей цели, вы доедете до своего таргета. И вот этой поездкой вы закрываете какую-то дырочку вот в своей жизни, да, в своей судьбе. И вот как будто бы на новый этап переходите. Если вы будете куда-то уезжать, либо вы будете переезжать, или вы как-то перемещаетесь, да, какие-то, может быть, даже командировки, либо вынужденная какая-то поездка. Вот вы не хотите, а вот прям обстоятельства складываются так, что вам нужно ехать. Знаете, что это все вам по судьбе. Возможно, вы поймете это гораздо позже. Может быть, через месяц, может быть, через 2, а может быть, через 6. Но вы поймете. И вот тогда вы по-настоящему удивитесь, как мудры высшие силы. Как они мудры. Как они водят людей. Как это все происходит. Одна поездка, даже может быть, знаете, как поездка в один конец, решает все. Человека возвышает, окрыляет, делает счастливым, открывает новые возможности, новые грани. Вот это очень интересно. Так что, мои хорошие, не отказывайтесь. И если есть какие-то препятствия, страхи, сомнения, все равно поезжайте, едьте, не сопротивляйтесь. А если кто-то вам сопротивляется, переступайте через эти преграды. Вы сможете, у вас получится. В принципе, это по судьбе. По судьбе, значит, ну как, не отмашешься, да, то есть не откажешься. Вы должны будете, вы поедете. Дальше, мои хорошие, здесь у меня объединение между людьми. Будет новый союз. Речь может быть о людях, которые в браке, речь может быть о семье, о родственниках, речь может быть о создании действительно какой-то группы лиц, да, то есть это может быть объединение, творческое объединение, может быть с целью обучения, каких-то, может быть, социальных задач. Здесь люди все вот одинаковые, с одинаковыми взглядами, ощущениями, с одинаковыми желаниями. Очень это, знаете, как высшим силам угодно. Ваша коллективная энергия будет способна создавать какие-то невероятные вещи, полезные не только для вас, но и для социума, для людей, которые вокруг вас. Ну, в принципе, наверное, и для мира. Вы не просто так будете объединяться, вы не просто так будете сходиться. Это так задумано свыше. Что будет удивлять? Удивлять будет, как вы слаженно работаете, как вы друг друга понимаете, да, без слов прям понимаете. Вот это будет удивительно. А радостно будет от того, что вы действительно добиваетесь, будете добиваться каких-то прекрасных результатов. И эти результаты, они не только будут наполнять там сердце гордостью, но и действительно будут полезны как и вам, так и участникам вашего этого маленького общества, комьюнити, так и миру. Я не могу понять, с чем это связано, но то, что это будет нечто прекрасное, гениальное, я это вижу. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.